ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник. Приемная начальника управления ЖКХ. Первый зам руководителя городадминистрации, курирующие заместители по линии ЖКХ, зам начальника управления и другие специалисты ожидают приезда мэра. На повестке дня разнос за ситуацию в городе с уборкой, вывозом снега и так далее. В целом это можно назвать подготовкой города к весне и теми последствиями, что мы видим сейчас. А именно огромные сугробы, раскисшую кашу на тротуарах и некоторых дорогах, невозможность нормально передвигаться или ездить. Это все, опять же, не улучшает положение. Вот смотрите, вот вы тут сказали, там скинули на тротуар, там этот скинул, тот скинул, там вот свой мопед. Элементарно, то, что я сегодня, сейчас вот здесь говорил, Зеленого, танхаузы, со дворовой территории выкинули весь снег сюда через забор выкинули, там гора снега, который будет 3 месяца таять. Точно такая ситуация там же. Вот Тиманская улица едешь, вот здесь стоит детский садик, и предполагаю, что этот снег весь вывезен со спорткомплекса. Гора этого снега, который будет, гора Эльбрус там целая. Кто-нибудь был, кто-нибудь смотрел, кто-нибудь выписывал подписание. Что здесь сидите-то в кабинете? Сколько человек в управлении ЖКХ работает? Вот на такой город 70 человек, чего бы не разделиться, чего бы не выходить каждый день. Конкретных проблемных мест озвучено немало, да вы сами можете их наблюдать практически в любой точке города. Например, посетили Синюкова 47, многострадальное общежитие, которое уже не первый день пытается разобраться в непростой ситуации с управляющей компанией Энума Элиш. Люди не сильно горят энтузиазмом работать с УК. Представители ведомства администрации также подтверждают, на компанию есть жалобы. Какой же выход из ситуации? Есть муниципальные предприятия тогда, давайте, да пусть они убирают. Найдите, как им возмещать и как решать вопрос этой управляющей компании. Вы сами соглашаетесь сегодня, что вот здесь сбор 20%, что здесь мы не можем людей заставить работать, что управляющая компания работает, и мы же ее, эту компанию, загоняем не только сюда, но и другие, зная, что она не работает. Для чего она нужна тогда, скажите мне? Давайте другие меры какие-то, предлагайте, что можно делать. Субъективно вся суть того, как город отвратительно подготовился к весне, выразилась на примере дома номер 8 по проезду Дружбы. 17 марта на общегородской планерке управление ГОЧС озвучило, что с очисткой крыши от снега в Ухте порядок. 18 марта на козырек подъезда 8-го дома упал снег и проломил конструкцию. Чудо, что при этом никто не пострадал. А 19 марта на крышу уже другого подъезда этого же дома снова падает снег с крыши. На этот раз полностью козырек не рухнул, но ущерб налицо, как и прорванные заграждения на крыше. Но русские люди то ли бессмертны, то ли бесстрашны. Да нет, я с ребенком хожу, нормально. Понятно. Не очень страшно. Когда она там висит, да, над самими квартирами висит, да, а над подъездом нормально. Собственно, каков итог разноса? Поездки и всего остального. Одному из курирующих замов управления ЖКХ объявлен выговор. Мэр потребовал более тщательной проверки ведения работ. Также высказался в том ключе, что раз на УК Энума Элиш такие жалобы, то готовьте документы на лишение лицензии. Также еще раньше было дано поручение создать муниципальную управляющую компанию. Поскольку этого не сделано, то на выполнение теперь отводится месяц. И все бы ничего, но будет ли эффект? Ведь сугробы не образовались за один день, так же как и снег на крышах, так же как раскисшая каша вместо тротуаров и все остальное. Грозными речами в Ухте уже никого не удивишь, как, впрочем, и отсутствием решений проблем.